Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики планирует в текущем году ввести в эксплуатацию 11 объектов АПК. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Абубакар Эдельгериев. Среди вводимых в текущем году объектов, как уточнил министр, это Наурский винзавод, рыбоводческое предприятие, молочно-товарная ферма Госхоза Центороевский, крупный хлебокомбинат в Аргуне и многих других. Их запуск планируется в рамках реализации программы социально-экономического развития Чеченской Республики на 2010 год. Кроме того, в текущем году строительно-восстановительными работами будут охвачены еще 12 объектов агропромышленного комплекса, которые сдадут в эксплуатацию в последующие годы. Также министерством запланированы мероприятия по рекультивизации земель, выведенных из оборота в результате военных действий. Прошла рабочая встреча президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова с председателем правительства Чеченской Республики Одессом Байсултановым, который находился в рабочей командировке в Москве. Свой доклад он начал с подробного отчета о своей встрече с главой палестинской автономии, где были обсуждены вопросы налаживания двусторонних отношений. Он также передал Рамзану Кадырову приглашение от главы автономии Махмуда Аббаса посетить Палестину. На федеральном уровне состоялось несколько встреч. Вопрос, касающийся передачи аэропорта ведомства республики, был, если не главным, то один из самых основных на совещании. Одесс Байсултанов отметил, что этот вопрос решится в ближайшее время. В республике в этом году восстановление по линии ФЦП начнется раньше, так как уже достигнута договоренность о своевременном перечислении средств. Активно будут реализованы и инвестиционные проекты. То, что Чеченская Республика вошла в новый федеральный округ, никак не скажется на процессе восстановления, тем более, что полпред президента России в Северокавказском федеральном округе настроен позитивно. Итогом диспансеризации работающего населения в 2009 году из 29 тысяч прошедших обследования здоровыми признаны 17 384 человека. Об этом сообщил исполнительный директор ФОМС Чеченской Республики Данилбек Абдулазизов. Также он отметил, что неоценимая помощь в реализации поставленных задач была оказана администрации президента и правительства Чеченской Республики, которая взяла под контроль выполнение объемов работ и соблюдение уточненных на местах графиков работ. В итоге мы даже перевыполнили план. Диспансеризацию прошло около 29 тысяч работающих граждан, сказал Абдулазизов. Руководитель оперативного штаба по восстановлению Курчалоевского района Салман Закриев на расширенном совещании в Курчалое потребовал в ближайшие дни представить на утверждение график предстоящих работ. В совещании приняли участие помощник президента Чеченской Республики, депутат парламента Чеченской Республики Хасмагомед Хизриев, министр ЖКХ и строительства Абу Сугаипов, помощник президента Чеченской Республики, руководитель КП ЧР дирекция Ибрагим Эдилов и районный глава. Стоит напомнить, что в райцентре в ходе подготовительных работ под масштабную застройку было пущено под снос несколько административных и ведомственных строений, а снос 10 частных домов еще предстоит. Приводя в надлежащий вид центральную улицу, предстоит реконструировать более 200 частных домов. На площадке строительства культурно-развлекательной части района уже задействована рабочая сила и спецтехника. Кроме того, идет газификация горной местности района. В Грозном стартовал конкурс проектов республиканских общественных объединений. Он проводится в целях обеспечения в 2010 году государственной поддержки общественных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты в нашей республике. На реализацию проекта было выделено 3 гранта по 200 тысяч рублей каждый. По номинациям профилактика туберкулеза, табакокурения и правонарушения в молодежной среде. Для определения победителей создана специальная комиссия. Ее представителем назначен директор департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации президента и правительства Чеченской Республики Хамзат Одаев. Лучшие будут определены к концу года.
Первое в этом году открытие Министерства труда, занятости и социального развития состоялось в Очхой-Мартане. На открытие КЦСОНа приехали и заместитель председателя правительства Лёма Магомадов и министр Махмад Ахмадов. Здесь отметили и заслуги тех, кто, несмотря на сложные условия работы, помогали инвалидам и старикам. Открытие административного здания комплексного района Центра социального обслуживания населения района даст старт и последующим открытиям. Очхой-Мартановский районный КЦСОН на сегодняшний день обслуживает свыше 1000 человек. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, их вдовы, инвалиды, одинокие престарелые, сироты и полусироты. Помимо этого, помощь оказывается и остро нуждающимся семьям. В Центральной библиотеке Грозного открылась экспозиция работ молодых художников Чеченской Республики. Это первая крупная выставка юных авторов за последние 25 лет. Вниманию зрителей было представлено более 30 авторских работ. Среди выставленных картин были работы, успевших заявить о себе в республике и за ее пределами молодых художников. Посетивший выставку заместитель председателя правительства Чеченской Республики по социальному блоку Лёма Магомадов поблагодарил молодых художников за их труд. На мой взгляд, как любителя живописи, ваши работы великолепны, они наполнены глубоким эмоциональным чувством, теплотой и любовью к своей родине, сказал Лёма Магомадов. Он также выразил готовность оказать поддержку начинающим художникам в организации выставок. При этом он сообщил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об открытии в Грозном выставочного зала.